Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова и коротко о главном. В Северной Осетии готовятся отметить национальный праздник День Хетага. Завтра в республику съедутся представители осетинского народа с разных регионов страны. Для транзитного транспорта, проходящего мимо рощи Хетага, организуют пути объезда. Я жить дома, здравствуйте, до свидания. А здесь мне как родной дом. 46 лет на одном месте. Мои коллеги подготовили материалы о ветеране труда. 82-летняя Валентина Павловна по сей день разносит письма и газеты. Северная Осетия примет турнир по ММА. За титулы будут бороться спортсмены со всего Северного Кавказа. Болельщики ждут главный бой с участием осетинского бойца Азамата Савлохова. Начнем выпуск с печальной новости. Не стало Марии Каталиевой, заслуженной артистки России, народной артистки нашей республики, кавалера медали во славу Осетии. У нее был редкий женский голос, меццо-сопрано, которым она виртуозно владела. Долгое время она была солисткой Северо-Осетинского музыкального театра, исполняла ведущие партии из произведений как местных, так и русских и зарубежных авторов. Также Мария Сергеевна солировала в Республиканской госфилармонии, одновременно являясь музыкальным педагогом для многих успешных деятелей искусства. Требовательная прежде всего к себе, Каталиева сформировала настоящую школу вокала. Но не все ее ученики связали свою жизнь с искусством. Но Мария Каталиева все же сумела привить им любовь к пению. До последнего она была наставником. К ней часто обращались за помощью и советом. А положительный отзыв от Марии Сергеевны был настоящей путевкой на большую сцену. Это удивительная женщина, удивительный партнер, потрясающий, на самом деле, очень добрый человек. Она как педагог, за короткое время не скажешь, она как педагог была, наверное, для учеников матерью. Я видел ее отношение к ученикам. То есть по тембру вот этот голос, он мог, опять-таки, я убежден, она могла петь в любом театре Советского Союза. Это меццо-сопрано удивительной чистоты и красоты. Это был человек высочайшего профессионализма. Это мы понимали, человек мог со стороны понять, что она, какое сокровище в ней. Она относилась к этому сокровищу, мне кажется, иногда даже как бы равнодушно, не то что снисходительно, скорее всего, вот это слово, потому что, несомненно, она любила петь, несомненно, она любила свою профессию, иначе бы в ней не было вот то, за что мы ее любим. А это кадры из последней телевизионной съемки с участием Марии Каталиевой. В апреле прошлого года выдающийся мастер сцены стала гостьей программы нашей коллеги Ирины Газаевой «В своем кругу». Увидеться с ней к нам в студию тогда пришли ее друзья, коллеги и ученики. Человек удивительно светлый и обаятельный. С неизменным чувством юмора Мария Каталиева всегда притягивала к себе окружающих. А самым большим ее желанием, о котором она как-то рассказала в одном из интервью, было, чтобы ее помнили после ухода. Что был такой человек Мария Каталиева. Завтра в Северной Осетии отметят национальный праздник День Хетага. О подготовке к мероприятию говорил Вячеслав Битаров на встрече с председателем Международного общественного движения Высший совет осетин Русланом Кучиевым. Глава отметил, что в Северной Осетии проживает около сотни национальностей, и праздник уже давно стал общим для всех. В этот день в республику съедутся осетины из других регионов страны. И подчеркнул, хотелось бы, чтобы люди действительно почувствовали атмосферу праздника, и он прошел на достойном организационном уровне. Также Вячеслав Битаров поблагодарил руководителя организации за работу. По его словам, Высший совет осетин работает над сохранением идентичности народа, оберегает его традиции, обычаи и родной язык. Так как во время празднования на территории рощи Хетага собирается большое количество людей и машин, в госавтоинспекции информируют, что на участке автодороги Владикавказ-Алагир транзитный грузовой транспорт перенаправят на федеральную автодорогу Кавказ. Объезд будет организован со стороны Владикавказа через селение Дзуарикау на станицу Архонская, а с Алагира можно будет проехать через селение Рамоново до Ордона. Также для удобства жителей и гостей республики в местах проведения мероприятий будут организованы временные съезды и парковки автотранспорта.
Завтра работники российской почты отмечают свой профессиональный праздник. Как оказалось, в Северной Осетии много преданных работе почтальона. Герой нашего сюжета – 82-летняя Валентина Багиева. Письма, газеты и телеграммы разносит уже 46 лет. Говорит, что никогда не пожалела, что связала жизнь с этой профессией. Она заслуженный работник почты и ветеран труда. С Валентиной Павловной познакомилась моя коллега Алина Габуева. Каждое утро Валентины Багиевой начинается с сортировки газет и писем. Вот уже 46 лет она ежедневно разносит их адресатам. Здесь ее знает каждый. Женщина рассказывает, за столько лет работы люди стали родными. Даже дома «здравствуйте, до свидания». А здесь мне как родной дом. Потому что за 46 лет они все как родные. Каждый просит там то газету подписать, то еще какая-то проблема. И мы с ними очень дружно живем. Валентина Павловна рассказывает, с каждым годом работы становится больше. Например, раньше она разносила только прессу, а теперь ей приходится выполнять и другие обязанности. Раньше было легче. Мы носили пенсию и газеты, но газет было много. А сейчас газет мало, зато у нас другая работа. Бухгалтер, почтальон, продавец. В каждом доме, который обслуживает Валентина Багиева, ее считают практически членом семьи. Говорят, с почтальоном им повезло, всегда готова помочь. Был у нас момент, и мы забыли двери на ключе, не закрыли. Вот пока мы с ними приехали, она стояла и ждала нас, чтобы пришли, дом не оставили открытым. Вот такая она вежливая и внимательная женщина. Она как маленькая девочка бегает. Все год за какой-то полчаса весь свой участок она обходит. Тепло отзываются о Валентине Павловне и ее коллеге. Например, Марина Ксионда проработала с ней 3 года. Тетя Валька – это вообще, как мы ее называли, отзывчивый человек. Всегда поможет, всегда подскажет, где что не так. Так что дай бог ей здоровья, что она такая есть и до сих пор бегает и помогает людям. В свои 82 года продолжает работать с большим энтузиазмом. Она уже стала заслуженным работником почты и ветераном труда. На своем примере показывает молодым коллегам. Главное – любить свою работу. Алина Габуева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. С профессиональным праздником работников почты поздравил и глава республики Вячеслав Битаров. Он отметил, что почта сегодня – это солидная и действенная часть коммуникационных связей, без которой сложно представить жизнь современного общества. И труд каждого работника почтовой связи республики заслуживает искренней признательности и высокой оценки. Особую благодарность глава выразил ветеранам отрасли, которые много лет работают в почтовых отделениях городов и сел республики и передающим свой богатый опыт молодым сотрудникам. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. В эфире новости на телеканале «Осетия». Мы продолжаем наш выпуск. В Горной Синеве больше 20 лет работает Центр реабилитации наркозависимых. Для пациентов организовано необычное лечение. Они работают на животноводческой ферме. Людей в недавнем прошлом, употреблявших тяжелые психотропные вещества, к нормальной жизни помогает возвращать ежедневный физический труд. Сейчас в центре проходит реабилитацию 10 человек. В этом году Северная Осетия даже получила финансирование в размере 900 тысяч рублей на содержание центра. Все подробности в материале Хета Гаплеева. Сын Надежды Кишиченко Виктор уже около 15 лет страдает от наркотической зависимости. На реабилитационный центр в Горной Санебе, как признается женщина, возлагают большие надежды. Это место ей посоветовала знакомая. Перед тем, как приехать в Северную Осетию, сына пытались вылечить дома, в Краснодарском крае, но безуспешно. Вы знаете, в других местах наркологические отделения не принимают. Там все платно, все за деньги. И большого эффекта они не дают. Потому что проходит месяц-два, и опять начинает человек заниматься той жизнью, которая жила раньше. А здесь я надеюсь, что все изменится и все будет хорошо. А Аслана Мамиева сюда привела Вера. Больше 10 лет сам был зависим. 6 раз находился в местах лишения свободы. Вспоминает, когда освободился последний раз, его близкие родственники уже не надеялись на его восстановление. Внутри у меня появилось такое огромное желание, это какой-то к святости, к чистоте идти.
И вот так уже долгое время, потихоньку, да, Господь меня избавил от сигарет, от всякой зависимости, да. И вот сегодня я вот свободный, и цель наша здесь, да, это в первую очередь стать таким же людям, ребятам этим, друзьями. У нас нет никаких там великих планов, да, просто стать их друзьями. А выбор уже они сделают сами. Избавиться от зависимости здесь помогает каждодневный труд. На территории реабилитационного центра разводят домашний скот. От праздности, да, человек, который еще не обновлен, еще не обратился, как бы внутренне исцелен, от многих праздностей разные мысли появляются, да. И вот мы как-то вместе, сообща, стараемся вот такое хозяйство, не знаю, большое, может небольшое, да. В этом году на содержание реабилитационного центра выделили около 900 тысяч рублей благодаря федеральной программе. Сейчас лечение здесь проходит 10 человек, но центр расширяют. Тогда он сможет принимать до 25 человек. В республиканском наркодиспансере говорят, чтобы пройти реабилитацию в этом центре, необходимо получить сертификат. Только с одним условием – человек должен состоять на учете. Смысл этих реабилитационных сертификатов в том, чтобы поддержать НКО республики, которые работают в сфере реабилитации и ресоциализации. То есть больной, который, например, изъявил желание пройти реабилитацию, он может взять такой сертификат, то есть получает сертификат он в Министерстве труда, и с этим сертификатом он может пройти реабилитацию. У нас сейчас зарегистрировано одно учреждение, это Ковчег Гиперион. Сколько времени нужно, чтобы избавить человека от наркотической зависимости, в реабилитационном центре точно сказать не могут. Говорят, лишь бы человек сам захотел, только так он сможет вернуться к полноценной жизни. Хетакплиев, Аслан Тебиев, Новости Осетии. Ребята из Северной Осетии смогут отдохнуть этим летом в популярном лагере «Артек». Чтобы попасть в Международный детский центр, нужно хорошо учиться, быть победителем различных олимпиад и соревнований, а также участвовать в общественной жизни школы. В этом году путевку заслужили 8 человек. Они собрали портфолио и отправили заявку на участие. С ребятами встретилась наш корреспондент Сабина Гатагова. Сразу после школы занятия музыкой, стрельбой, а также разработка собственных проектов. В свои 13 лет у Давида Алборова десятки грамот, медалей, благодарственных писем и статей. Поэтому поездка в Артек без преувеличений заслужена. Хотя сам мальчик даже не ожидал, просто отправил заявку. Но когда чемоданы собраны, до поездки осталось несколько часов, признается, уже точно знает, чем будет заниматься в лагере. Первая моя эмоция – это было недоумение. Я не сразу поверил в это. Далее последовала радость и бесконечное веселье. Я был неимоверно рад данной информации. Еду ради чего? Я хочу познакомиться с людьми, увидеть Крым, увидеть легендарный Артек, место, где побывали и Гагарин, и многие другие знаменитые личности. Мама Давида Фатима Алборова рассказывает, интерес ребенка к науке и истории заметила уже в 1 классе. Вспоминает случай, когда он задавал вопросы, на которые они сами не могли ответить. О том, что Давид прошел отбор в лагерь, женщина узнала первой. Случайно зашла на электронную почту, от того, что давно не заходила, и увидела приглашение в Артек. Очень обрадовалась, сразу же позвонила классному руководителю, научному руководителю. Они обрадовались за нас, пожелали нам хорошего отдыха. Он заслужил, но если бы не классный руководитель, который нас, родители, на родительском собрании заставляет выставлять грамоты, мы бы никогда даже сами бы не додумали, потому что я думала, что там критерии отбора более сложные, более важные. Ну, на наше удивление мы прошли. А вот Анна Кизинова поездку в Артек выиграла. Она сняла собственный фильм «Приглашение об Осетии». В картине девочка показала живописные уголки республики и рассказала об исторических фактах. В Артек она едет не впервые, каждый раз активно участвует в общественной жизни лагеря. Стала медиалидером Международного юношеского медиафорума «Артек». Я руководила редакцией. СММ-редакция была очень интересна. Мы встречались с различными журналистами с Первого канала, с РЕН-ТВ. И по итогам медиафорума меня пригласили в студию «Доброго утра» Тимур Соловьев. За спиной у Даны много крупных проектов. Один из них получил диплом 1-й степени на конкурсе в Москве. Кроме того, она сняла фильм о 7-й школе, в которой учится. Ее научный руководитель Рита Марзоева отмечает, такое ответственное задание могли доверить только Дане.
Много проектов она выигрывала, получала дипломы первой, второй степени, грамоты и так далее. Поэтому этот ребенок действительно принимает участие абсолютно во всех направлениях, скажем так, и проектная работа, и даже экзамены, на которых она получила высокие баллы, победители, призер Олимпиады и так далее. Дана Кизинова уже в 5 лет занималась журналистикой в школе «Ирасик». Именно там она разрабатывала свои проекты, которые становились победителями различных конкурсов. Потенциал в журналистском деле был виден сразу. Вот представьте себе ситуацию. Маленькая 5-летняя девочка с огромными умными глазами заявляется к детям, которым там 12-13 лет. И начинает заниматься журналистикой. Причем она занималась ею буквально вот с 5 лет уже очень серьезно. Каждый год руководство лагеря выставляет довольно жесткие требования. Для того, чтобы ребенок попал в Артек, ему нужно иметь портфолио с личными достижениями, желательно международного уровня. Сейчас от Северной Осетии в первую смену едет 8 детей. Но у всех желающих есть еще год и возможность получить путевку. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Всероссийский турнир ММА уже завтра стартует во Дворце спорта «Манеж». Сегодня прошло взвешивание и фейс-ту-фейс. Среди участников спортсмены из Осетии, Дагестана, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Москвы. Возрастная категория от 18 лет и старше. По словам президента Федерации ММА Республики Ибрагима Тибилова, это шанс для молодых спортсменов проявить себя на профессиональном уровне. Организаторы обещают, что в рамках турнира болельщики смогут посмотреть более 20 боев, 3 из которых титульные. В одном из них сразится остинский спортсмен Азамат Савлохов. По словам организаторов, завтра пройдут не только профессиональные бои, но и любительские. Начало турнира в 17 часов. У нас и помимо профессиональных боев есть любительские, так там 13-15 лет, 15-17, ну и 19 старше. Мы совместно проводим турнир, это профессиональная лига GFL, совместно с Федерацией нашей республики и, конечно же, с поддержкой фонда «Булгал». Моим соперником неплохой чеченец, я его Медаев, по-моему, фамилия, имя не знаю, у него тоже 3-0, у меня 2-0, завтра у кого-то нолик пропадет, надеюсь, не у меня, так что готовлюсь. Смотрел его бои, тоже изучал его, неплохой ударник, я борец, это как бы такое классическое противостояние между борцом и ударником, и так что завтра как бы громких заявлений не буду делать, но так уверен в себе, и завтра как бы ринг, октагон все покажет. Где приобрести вкусную, а главное качественную домашнюю продукцию. Каждые выходные жители Северной Осетии могут купить натуральные мясные и молочные продукты на ярмарке. Это торговые ряды на Архонском. Покупателей приятно удивят не только качество, но и цены. В этом убедилась и моя коллега Алана Тамаева. С самого утра покупатели уже возле импровизированных прилавков, а фермеры предлагают людям свежую продукцию. Продают молоко, кефир, сыр и фрукты. Валентин Тукаев рассказывает, на фермерский рынок приезжает уже в 4-й раз специально за сыром. Говорит, здесь он самый вкусный, потому что домашний, но отмечает, хотелось бы, чтобы продукции было представлено больше. Желательно, чтобы побольше было здесь и товара народного потребления, чтобы и мясо, и курей побольше, и так. Мясных продуктов, мясо молочных. Люди говорят, предпочитают делать покупки именно на ярмарках. Верят, здесь всегда только качественные натуральные продукты. Продукция на ярмарке исключительно местных фермеров. Здесь, например, фрукты из селения Коста. Говорят, не используют химикатов и выращивают в экологически чистых условиях. Расскажите, а может быть секреты какие-то есть у вас производства, как вы выращиваете? На самом деле вы правильно подметили. Химикатами мы не пользуемся. Мы выращиваем продукцию исключительно без химикатов. Мы обрабатываем против вредителей и болезней только. Для предпринимателей такая ярмарка – отличная возможность представить свою продукцию. Анатолий Кануков фермерством занимается уже 15 лет. К делу подходит серьезно. Хочет развивать свою продукцию, поэтому участвует в мастер-классах и семинарах, ближайшие в Краснодаре. Фермер делится, хотелось бы, чтобы условия на рынке были лучше. Тогда торговать можно будет в любую погоду, да и покупателей станет больше. Сюда пенсионеры приезжают, но они не видят весь ассортимент, который они хотят получить, допустим, на неделю, там купить овощи, фрукты, что-то, там мясо.
ну что угодно. И ярмарка уже предполагает в подсознании людей, что там можно купить что-то дешевле. У меня клиентура по телефону, то есть 250 сыр у меня. Но здесь я его продаю по 200 рублей, потому что это пенсионеры, это наши отцы, они работали для нас. Принимать участие в ярмарке может любой фермер. Проходит она каждые выходные с 9 утра. Алана Тумаева, Хэта Гапоев, Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете найти на нашем официальном сайте riston.tv и на страницах в наших социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.